На обогатительной фабрике номер 12 Удачнинского ГОКа завершаются планово-предупредительные работы, самые продолжительные за всю историю предприятия. Что еще предстоит сделать, выясняла Ирина Балкова. С начала остановки обогатительной фабрики номер 12 Удачнинского ГОКа было запланировано более 160 видов ремонта технологического оборудования и металлоконструкций разных степеней сложности. Одной из масштабных работ на фабрике был ремонт дробилки, который завершен еще в июне месяце. Также замена несущих балок на накопительных бункерах. В связи с небольшой задержкой поступления ленты на головной конвейер и компонентов для ее склейки, монтаж данного оборудования незначительно сдвинулся по срокам. Продолжается ремонт 2 мельниц, который должен завершиться в течение августа месяца, согласно графикам. На участке обогащения ведется работа по замене винтовых сепараторов. В период ремонта на обогатительную фабрику номер 12 поступили новые грохота, которые также уже заменены. Они все подготовлены к запуску. Как раз это проведется первое испытание. Это грохоты с измененной частотой колебаний. Одним из крупномасштабных видов работ, которые были проведены в этом году, ремонт и замена металлоконструкций. Мы планировали замену таких больших работ, замену 4 балок подбункерных на отметке родоподготовки. И ремонт, замену балки над шестым питателем, замену балки над зумфами на участке обогащения отметка 4,5. Это основные работы. В принципе, все работы у нас уже подходят к концу. У нас вот осталось 3 балки мы заменили на родоподготовке, последняя осталась, мы ее довариваем, устанавливаем. Однако природа и здесь внесла свои определенные коррективы. Прошлогодний опыт показал, что из-за маловодья реки Лена некоторые поставки оборудования пришлось отложить на этот год. Поэтому те работы, которые были не выполнены в 2013 году, выполняются вне графика сейчас. И, как утверждают специалисты, согласно утвержденных сроков. Поэтому изменение даты запуска обогатительной фабрики номер 12 Удачнинского ГОКа под нагрузку